Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восславляем, восхваляем, лишь Его просим о помощи, лишь Его молим о прощении. Поистине, кого Аллах наставит на истинный путь, того уже никто не собьется с этого пути. А кого Аллах ведет в заблуждение, того уже никто не наставит на истинный путь. Амма ба'д. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. А после, о рабы Аллаха, бойтесь Аллаха должным образом и не умирайте не иначе, как будучи мусульманами. Дорогие братья и сестры, возможно, которые нас слушают, сегодня мусульманская умма, алхамдулилля, есть прогресс, но тем не менее положение мусульманской уммы оставляет желать лучшего. С разных сторон. Бедность процветает. Бедность, про которую Али, да будет доволен им Аллах, говорил, если бы она была человеком, я бы ее убил. Бедность. В то время как пастухи соревнуются в построении высотных зданий. Мечети там, где много, недостаточно полные, а иногда вообще полупустые. А там, где они нужны, там их вовсе нет. Шариат, исламское право, которое принес милость для миров, венец пророчества, наш любимый пророк Мухаммад, мир ему и благословение от Аллаха, не соблюдается. И мы видим, как несправедливость и тирания господствует в мире. Женщины, они словно одетые, но при том же раздетые. И этот список можно перечислять. И словно мы видим, как все практически все признаки малые судного дня, они уже наступили. И это я к той самой истории, когда бедуин пришел и задал вопрос к пророку саллаллаху. О Мухаммад, когда час? Когда наступит час? И согласно разным версиям, пророк саллаллаху отвернулся. То есть кто-то говорит, что возможно он не услышал, кто-то говорит, пророку саллаллаху был неприятен этот вопрос. Но пророк саллаллаху на него сразу не ответил. А позже сказал, а где тот, кто спрашивал о часе? А неприятен он был очевидно. Почему? Потому что есть и другие случаи, когда приходили к пророку саллаллаху, спрашивали о часе, и он говорил, а что ты подготовил для часа? Имея в виду, что часто на самом деле никто не знает, когда именно будет. И это знание скрыто даже от пророков. Так вот он пришел, пророк саллаллаху спросил, где тот спрашивающий про час? Сказал я. Тогда пророк саллаллаху сказал, «Иза дуйятиль амана фантадири саа». Если амана, верность, честность, исполнительность, ответственность, это понятие все подразумевает, будет утрачено, фантадири саа, то жди час. И сподвижник, этот человек спросил, о посланник Аллаха, кейфа идаатуха, то есть как она будет утеряна? На что пророк саллаллаху сказал, «Иза уснидаль амру иля гайри ахлихи фантадири саа». Если дела будут поручаться не тем, кто достоин их, то жди час. Дорогие братья и сестры, амана – это величайший стержень. Стержень для человека,
в Его завете с Господом, который каждый из нас, я, ты, все мы заключили, будучи еще в чресле нашего праотца Адама, мир ему, как об этом сказал сам Аллах, бадауду биллахи минаш шайтанир раджим, «Иза хаза раббука мин бани Адам, мин духурихим зурриятахум». Вот твой Господь взял сынов Адама, вывел из их чресел, их потомство, «Ва ашхадахум аля анфусихим», и заставил засвидетельствовать о самих себе: «Алесту би роббикум», не я ли ваш Господь? «Калю баля шахидна», они сказали: да, конечно. И далее Аллах объясняет, почему: «Ан такулу йоумал кияма инна кунна ан хаза гафилин», дабы вы не говорили в день воскрешения: мы были в беспечности относительно этого. То есть мы говорим про аману в широком смысле этого слова, о которой сам Аллах, всемогущий, Он и велик, сказал так: «Инна арадна ламана аля самавати вал арды вал джибаль». Поистине мы представили аману небесам, земле, горам, фаабайна. И они отказались взять эту аману, понести ее, айяхмильнаха, уашфакна минха, то есть посчитали это тяжким, тяжелым. Уахамаляхаль инсан, однако человек понес ее, взял ее на себя, эту аману. Иннаху кяна залуман джахуля, поистине человек является несправедливым, невежественным. Что подразумевается под аманой в данном аяте? Что говорили предшественники, толкуя этот аят? На самом деле интересно. Смотрите, Зейд ибн Аслям, он сказал так: амана – это три положения. Это намаз, пост и мыться после джанабы. Мнение предшественников, которые приводятся в тафсирах. Некоторые сказали, это гусль мин аль-джанаба, гусль. Некоторые сказали, амана в данном аяте имеется в виду аманат аль-нас, то есть то, что мы приняли понимать. То есть когда люди дают нечто материальное на хранение. Ибн Кафир же, рахимахуллах, обобщая, объединяя все это, подводит такой итог. Он говорит: «Вакуллу хазил аква ла тунафи байнаха». Все эти высказывания предшественников, они не противоречат друг другу. Они, наоборот, согласованы друг с другом. Что здесь имеется в виду? Имеется в виду, что под аманой в данном случае является таклиф. То есть то, что человек обязан, то есть он дееспособный, Аллах возложил на него определенные предписания и установил для него определенные запреты. То есть в широком смысле амана подразумевает именно это. Поэтому и намаз является аманой, согласно того договора, завета, который ты заключил со своим Господом, что ты признаешь Его единственным Господом и не будешь приобщать к Нему никого, ничего. И пост, и, соответственно, все остальное, в том числе и аманаты людей. Именно поэтому-то амана является стержнем для мусульманина. Именно поэтому, дорогие братья, качество амин, достойный доверия, честный, исполнительный, ответственный, было качеством каждого пророка, как об этом сказал сам Аллах в Коране, устами своих пророков. И примечательно, что они повторяются практически один в один. То есть в суре Шуара как проходит это. И вот люди сочли лжецом, народ Нуха сочли лжецом посланников. Вот он им сказал, то есть их брат Нух сказал: «Аля таттакун», почему бы вам не побояться Аллаха?
«Инни лакум расулун амин». Поистине я для вас посланник. Амин. Или про Гуда, «Кадзабат адин аль-мурсалин». Ад, племя Ад, сочло лжецом посланников. «Ид каля лахум ахухум Худ». Вот их собрат Худ сказал им: почему бы вам не побояться Аллаха? «Инни лакум расулун амин». Поистине для вас посланник. Амин. А также «Кадзабат Самуд аль-мурсалин». И самудяне сочли лжецом посланника. «Ид каля лахум ахухум Салих аля таттакун». Их собрат Салих сказал им: почему бы вам не побояться Аллаха? «Инни лакум расулун амин». Поистине я для вас посланник. Амин, достойный доверия. «Кадзабат каумун Лутин аль-мурсалин». Племя Люта сочло лжецом посланников. «Ид каля лахум ахухум Лут аля таттакун». Вот им собрат Лут сказал: почему бы вам не побояться Аллаха? «Инни лакум расулун амин». Поистине я для вас посланник, достойный доверия. Амин. И Шуайб, а также «Кадзабат асхабуль эйкатиль мурсалин». Жители Эйки сочли лжецом посланников. «Ид каля лахум Шуайб аля таттакун». Шуайб сказал: почему бы вам не побояться Аллаха? «Инни лакум расулун амин». Поистине я для вас посланник. Амин. И про Мусу: «Валакад фатанна каблахум каума фир'аун, ва джаахум расулун карим». И мы искусили, испытали народ фараона, и к ним пришел благородный посланец. «Ан адду илейя ибад Аллах, инни лакум расулун». Амин. Верните мне рабов Аллаха, поистине для вас посланник. Амин. И так далее. И наш любимый пророк, конечно же, венец пророчества. Он, все вы это прекрасно знаете. Он до того, как стать пророком, был, славился, известен был тем, что его называли ас-садикуль амин, правдивый, достойный доверия. Именно поэтому, дорогие братья, амана, это то качество, которым должен обладать верующий человек. Как это неоднократно описывается в Коране, как это говорит об этом Аллах Субхану ва Тааля: «Валладина ли аманатихим ва ахдихим раун», описывая верующих, которые свои аманаты, свои договора соблюдают. Ну и, конечно же, есть узкое значение слова амана, как я это уже подчеркнул изначально. Амана – это в понимании хранения доверенных вам вещей, данных вам вещей. И в этом ключе также есть удивительная история, удивительный хадис, который передает Хузайфа, сподвижник Хузайфа, да будет доволен им Аллах. Он сказал: посланник Аллаха поведал нам о двух событиях. Одно из них я увидел, а другое ожидаю. Он нам рассказал о том, что амана была заложена в глубине людских сердец. Затем они познали ее из Корана, затем познали ее из Сунны. После он поведал нам о том, что она будет отобрана. Он сказал, то есть пророк ﷺ сказал: человек заснет, и амана будет вырвана из его сердца, а след от нее останется как точка. Затем он заснет еще раз, и она будет вырвана, а след от нее останется подобно волдырю, словно уголек. Ты прокатишь его по своей ноге, он вздувается, и ты видишь, как он покрылся волдырями, и они пусты изнутри. Затем люди станут заключать друг с другом сделки, но едва ли кто-нибудь из них будет блюсти верность, то есть соблюдать аману. И будут поговаривать: вот в таком-то племени мужчина верный, и скажут о мужчине так: какой он разумный, умелый, стойкий, хотя в его сердце не будет веры даже и на вес горчичного семени. Далее Хузайфа, да будет доволен им Аллах, сказал: я дожил до того времени, когда мне все равно было, с кем из вас иметь дело. Если он мусульманин, то ислам взыщет с него для меня.
А коль он христианин, то его управляющий взыщет с него для меня. А сегодня я веду дела лишь с тем-то и тем-то. Субханаллах. Хузейфа говорит. В то время еще. А что говорить про наше время? Дорогие братья и сестры, человек амин, достойный доверия, никогда не останется в убытке. Ведь что побуждает людей, по сути, да, нарушать аману? Что побуждает? Сейчас мы говорим про узкий смысл аманы. Боязнь лишиться чего-то, не заполучить что-то. Хотя дарует-то он, лишает-то он. И на самом деле, если человек амин, соблюдает свой завет с Аллахом, Аллах Субхану ва Тааля никогда его не лишит. Наоборот, он его облагодетельствует, как это было в случае с Мусой. Он бежал, спасаясь от фараона. Еще до пророчества, обратите внимание, он еще не был пророком. Бедный, не знает, что делать, голодный, видит, поют животных, скот, помогает двум девушкам, поскольку они не могли пробраться к водоему, то есть ждали, пока все напоят животных своих. Они ожидают в стороне. Он голодный, он мог бы напиться, в принципе, молока там же, но он этого не делает. Почему? Потому что это чужое имущество. Потом отдает и делает дуа. О Аллах, я беден, помоги мне, делает дуа. Но потом, все вы знаете эту историю, приходит дочка и говорит отцу: «Я абати инна хайра ман истаджартал кавиюл амин». И здесь я обращаю ваше внимание на эти слова. О, отец мой, лучший, кого ты мог бы нанять, это сильный, достойный доверия. Обратите внимание, как это качество Мусы помогает ему. Он обретает жену, обретает амн, безопасность, знакомится с Шуайбом и так далее. Или еще более удивительная история с шейхом Абу Акилем. Был такой известный человек, знающий. Он поехал, отправился в хадж, хотя был беден. В хадже был голоден, также нуждался. Ну, естественно, он не ходил там, не занимался попрошайничеством. Нашел дорогое ожерелье. То есть, если бы он его взял, продал бы, он был бы безмерно богат. Это было дорогое ожерелье. Но как настоящий человек, богобоязненный мусульманин, он испугался этого, наоборот. То есть, по исламу ты должен объявлять, искать. Это целое испытание на самом деле. Хотя многие сейчас бы, возможно, поступили бы иначе, не зная, в принципе, этих положений. И Аллах дал ему узнать, найти этого человека. Действительно был некий старец, который действительно, он узнал через людей, что он потерял это ожерелье. И он нашел, он спросил его, опиши мне его, что за ожерелье. Он его описал, оно там было красного цвета. Он говорит: вот оно, возьми. Шейх безмерно обрадовался. И они расстались, все. Это вот, они встретились в хадже. Представьте, в хадже сколько людей. Теперь этот человек, Абу Акиль, возвращается домой, но по дороге заезжает в Иерусалим, Бейт-аль-Макдис, чтобы там также помолиться. Потом едет через Шам домой. По пути, можете себе представить раньше, как преодолевались эти пути. Он опять же голоден, и он оказывается в мечети, в Халябе. И остановился там, приют, то есть переночевал в мечети. На фаджр люди увидели его, познакомились с ним, поняли, что он обладает знаниями, сказали: почему бы тебе не возглавить нас в молитве, наш имам умер. И вот недавно, на днях, ты обладатель знаний. Он
возглавил их в молитве. Они сблизились, он понравился им. Он сказал, почему бы тебе еще не остаться пару дней у нас быть имамом? Он остался еще пару дней. Они еще больше его полюбили, сказали, почему бы тебе не быть здесь, жить с нами, быть имамом? Вот девушка даже есть, нашего имама, вот ты возьми ее в жены. И теперь заключается брак, и вот они уединяются, и вот он видит на этой девушке ожерелье. И он удивляется, откуда это ожерелье, как оно оказалось на ней. Он видит то самое ожерелье, которое нашел в хадже. И спрашивает у нее, у своей жены, откуда у тебя это ожерелье? Она говорит, это мое ожерелье. И она рассказывает про своего отца, который отправился в хадж, что он потерял и нашел, а потом делал дуа за свою дочку, молил Аллаха, о Аллах, даруй моей дочке такого мужа, такого же мусульманина, который нашел это ожерелье, вернул ему. И Аллах отвечает на его мольбу. И вот это жизнь, это реальный случай жизни. Я уверен, что у каждого из вас много таких случаев и эпизодов жизненных. Поистине благословенный день пятницы есть. Есть такой час, который Аллах Субхану ва Тааля обязательно принимает мольбы. Я прошу Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы мы застали этот час. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Его мы восславляем, Его восхваляем. Лишь Его молим о помощи, о прощении. Кого Аллах наставит на истинный путь, того уже никто не собьет с истинного пути. Того, кому Аллах ведет в заблуждение, уже никто не наставит на истинный путь. Аммабад. Итак, дорогие братья и сестры, мы говорили сегодня про очень важное положение в религии. Про аману, про ответственность, исполнительность, честность, которая является стержнем мусульманина, его завете с его Господом. И, к сожалению, как я это подчеркнул в самом начале, мусульмане лишены этих качеств. И можно встретить даже, как некоторые братья-мусульмане говорят, лучше я буду работать с неверующими, нежели с мусульманами. Да упасет нас Аллах от таких мыслей. Почему? Потому что опыт есть неприятный. Опыт есть. А все почему, мои дорогие братья? А все потому, что мы не понимаем глубины этих всех вещей. Даже если мы пытаемся соблюдать нашу религию, мы что-то делаем, но потом из того, что сделали, очень много теряем. Относимся безответственно к тому, что делаем. И получается такой вот эффект дырявой сумки, знаете. То есть вроде сумка есть, и ты копишь в нее благие дела, но она дырявая. Ты вроде накидываешь туда свой багаж на день воскрешения, но оно сыпется изнутри. Это можно привести реальные конкретные примеры. Ну, например, человек тщательно берет омовение, старается там взять, но он расточительствует в воде, не обращает на это внимания. Он жертвует, например, в пользу бедных, но его пробирает гордыня. То есть он может оскорбить, сам того не подозревая. То есть как будто он оказал одолжение какому-то, этому там, бедному, которому он помог. Он может выстаивать ночью намаз, поститься днем, но разрывать родственные связи. Или сестры могут там одеться как надо, канонически, правильно все. Но от них будут веять духами. Сделала, но дырявая. Накопила, но потеряла. Оказывает почет гостю, например.
хорошо обходиться, но после ухода гостя сплетничать о нем, говорить что-то там и так далее. Примеров таких жизненных на самом деле может быть много. Просто задумайтесь над этим. Дорогие мои братья и сестры, я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы мы были обладателями этого величайшего качества аль-амин. Ведь без этого качества на самом деле нет у человека имана. Обратите внимание на эту формулировку. И это не моя формулировка. Это формулировка самого посланника Аллаха. Нет имана у того, у кого нет аманы. Ля имана лиман, ля аманата ля. Это формулировка самого посланника Аллаха. Естественно, здесь подразумевается полнота, совершенство имана. Сумка вроде есть, но она дырявая. Вроде что-то в нее постоянно заходит, но очень много и сыпется. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах нас миловал от всего этого, чтобы мы были обладателями этого качества.